belasteten Nahrung einfach mal verdoppeln. То есть каждому необходимо увеличить вдвое процент той пищи, которую он потребляет в необработанном виде. Sehen Sie im Supermarkt irgendetwas, was Leben enthält? Видите ли вы в супермаркете, когда приходите за продуктами, что-нибудь, что производит на вас впечатление живого? Alles nur tote Nahrung. Все это мертвый продукт. Erschreckend. Пугает. Пугает. Ja? Es gibt 700.000 verschiedene Lebewesen auf dieser Erde, nur der Mensch auch. В этом мире, как я уже сказал, живет 700 тысяч живых существ. Курит из них только один человек. Ich habe noch kein Tier in der freien Wildbahn eine Zigarette, Zigarre oder Pfeife rumlaufen sehen. Я еще ни разу не видел животное, которое в дикой природе передвигалось без сигареты, трубкой или сигарой вокруг. Und vor 100 Jahren glaubte man noch, dass das Rauchen nicht schädlich ist. Еще 100 лет назад человечество полагало, что курение не несет никакого вреда. Dann begannen mal die Ärzte, die Raucher zu begleiten, haben Statistik gemacht und nach 10 Jahren entdeckten die Ärzte, dass die Raucher im Statistendurchschnitt 5 Jahre früher sterben. Затем врачи начали изучать курильщиков, смотреть медицинскую статистику по курильщикам и констатировали, что курильщики в среднем умирают на 5 лет раньше. Dann haben sie weitergeführt, bis auf 10 Jahre Unterschied. Und jetzt haben wir 100 Jahre Forschung zusammen. Jetzt wissen wir, Raucher sterben im statistischen Durchschnitt 15 Jahre früher wie die Nichtraucher. Дальнейшие исследования дали цифру не 5, а 10 лет, а сейчас, когда у нас за плечами 100 лет исследований вреда курения, мы можем с уверенностью утверждать, что курильщик умирает в среднем на 15 лет раньше, чем человек не курящий. Weil beim Nikotin ziehen sich die Kapillaren zusammen, es kommt weniger Sauerstoff durch die Zellen und dann geht halt früher das Lebenslicht auf. То из-за воздействия никотина наши капилляры сужаются, клетки получают меньше кислорода и свет жизни покидает наш организм раньше. Wisst ihr, wo ich dieses Foto gemacht habe? Вы знаете, где я эту фотографию сделал? Bei einer LR-Veranstaltung nach der Pause. После перерыва на одном мероприятии ЛР. Früher haben nur die Männer geraucht. Aber dann waren es die Frauen leid, 15 Jahre lang Witwe zu sein. Jetzt rauchen auch die Frauen und begleiten ihre Männer beim Marsch in den Rauchertod. Раньше курили только мужчины, но женщины почувствовали себя ущемленными. Им не хотелось оставаться и продолжать жизнь вдовой в течение 15 лет. Они закурили тоже, и теперь они рука об руку отправляются в направлении преждевременной смерти вместе со своим спутником. Alkoholmissbrauch. Злоупотребление алкоголем. Der Mensch darf Alkohol trinken, soll Alkohol trinken. Und ein Glas Rotwein, ein Glas Weißwein zum Abendessen war gesund. Человеку можно пить, и даже нужно пить алкоголь. Бокал белого или красного вина вечером во время ужина – это только здоровье. Aber der Exzess ist ungesund. Однако алкогольные эксцессы абсолютно не полезны и даже вредны. Falls unter jemand ist, der schon mal einen Exzess ausprobiert hat, er kennt Russland, der kein Alkohol getrunken, ne? Но я не знаю, может быть в России, конечно, алкоголь и не пьют, но может быть кто-то уже был в состоянии алкогольного опьянения случайно. Dann weiß man, dann ziehen sich die Kapillaren zusammen, ja, und da wird es einem schlecht, da wird es einem übel. Так вот, если кто-то из вас когда-то случайно пережил это состояние, то человек в этом состоянии испытывает сокращение капилляров, и после этого ему становится плохо, его начинает тошнить. Dann ziehen die Kapillaren im Gehirn zusammen, da sieht man alles doppelt. Сокращаются капилляры не только во всем организме, но и в головном мозгу, и тогда человек начинает видеть предметы двойные. Wenn Sie hier im Hals einen Tumor haben und kriegen jetzt hier die Strahlung drauf gezielt, следующий момент. В том случае, если вдруг образуется у человека новообразование в горле, и это новообразование облучается, dann ziehen sich sogar die Kapillaren der Zähne zusammen.
Тогда из-за этой лучевой терапии сокращаются все капилляры организма, вплоть до капилляров, которые находятся в зубах. Bei vielen Strahlentherapien werden die Zähne zerstört, die fallen raus. Ja? При многих курсах лучевой терапии человек одновременно переживает разрушение зубов, зубы выпадают. Weil der Körper protestiert gegen Exzess von Strahlungen. Поскольку организм просто протестует против воздействия облучения. Das fängt schon an mit Sonnenstrahlenexzess, da kriegt man einen Sonnenbrand. Собственно, происходит в более широком масштабе то, что случается при солнечном ожоге. При сильном воздействии солнечного излучения возникает солнечный ожог, сужаются капилляры. Röntgenstrahlenexzess, da gibt es Verbrennungen. Рентгеновское излучение также может привести к ожогу. Therapie, da gibt es Verbrennungen. Ожог вызывает и лучевая терапия. Radioaktive Strahlen, da ziehen Kapillaren zusammen, da entstehen Krankheiten. Радиоактивное излучение. Из-за радиоактивного излучения капилляры сокращаются и возникают болезни. Wir wissen ja, in Tschernobyl sind 22.000 Menschen gestorben, aber man hat Kinder nach Paris geschickt, die haben Aloesaft bekommen und wurden wieder gesund. Weil die Aloe öffnet die Kapillaren, die bei der Radioaktivität sich zusammengezogen haben. Кстати говоря, из-за непосредственных последствий Чернобыльской катастрофы погибло 22 тысячи человек. Однако детей из Чернобыльской зоны вывозили в Париж, и там они в частности проходили терапию соком алоэ. И возвращались оттуда здоровыми, потому что сок алоэ позволяет открыть капилляр. Auch Erdstrahlen, die aus der Erde kommen, wenn sie ihr Bett da drauf haben, dann ziehen sich die Kapillare zusammen, dann entstehen Krankheiten. Кроме того, излучает и наша планета, и из-за этого тоже происходит сужение капилляров, и в результате возникает болезнь. Jeder Zahn ist voll mit Kapillaren. Ja? Любой зуб у человека полон капилляров. Und wenn die Kapillaren offen sind, dann haben sie gesunde, widerstandsfähige Zähne. В том случае, если капилляры открыты, они не диаметр не сужен, тогда у вас зубы имеют хорошую сопротивляемость. Ich habe über 100 Zahnärzte gefragt, wie viele Kapillaren sind denn in jedem Zahn drin? Я больше сотни дантистов попросил, сколько капилляров находится в одном зубе. Wissen sie nicht. Они не знают. Ja? Ich habe in 2 Universitäten angefragt, wissen sie nicht. Я в 2 университета направил запрос, они тоже не знают. Da habe ich mal ausgerechnet, naja, da müssen in jedem Zahnwesen 500 bis 1000 Meter Kapillaren sein. Но если просто подсчитать, то мы получаем цифру где-то от 500 до 1000 метров капилляров только в одном зубе. Ich habe bis heute nur eine Information bekommen von einer Dame, die hat gesagt, in allen Zähnen zusammen sind 500 Kilometer Kapillaren. Я получил информацию от одной дамы, которая мне сообщила, что по ее данным во всех зубах вместе примерно 500 километров капилляров находится. Also müssen wir uns auch um die Kapillaren der Zähne kümmern. То есть нам необходимо заботиться о сохранности капилляров в зубах. Wenn Sie Kinder haben, die alleine sich die Zähne putzen, mit der Zahnpasta, die sie im Supermarkt kaufen. Теперь посмотрим на этих детишек. Они сами чистят себе зубы зубной пастой, которую для них покупают в супермаркете. Und die Kinder sagen, ach, das ist ja schon ganz süß, der Schaum, und schlucken den Schaum runter. Дети эти говорят, ну, какая вкусная паста, вкус имеет приятный, и сглатывают пену, которая у них образуется от чистки зубов. Sagt das Kind, ach, hat er sehr gut geschmeckt, und zieht sie eine ganze Zahnpastentube rein, sagt, ach, so was wie so ein Bonbon. Ребенок думает, ну это как вкусно, и потом выдавливает себе просто в рот весь тюбик зубной пасты и проглатывает его, дает как конфетка. Und sagt, war ja wunderbar, sucht eine zweite Tube Zahnpasta, zieht sie die rein, fällt tot um. Потом он говорит, ну как замечательно, находит второй тюбик пасты, выдавливает его и падает мертвым. 2 Tuben Zahnpasta aus dem Supermarkt können ein Kind töten. 2 тюбика зубной пасты из супермаркета могут стать смертельными для ребенка. Was bewirkt denn die Zahnpasta aus dem Supermarkt? На что влияет зубная паста, которую мы покупаем в супермаркете? Damit wir saubere Zähne bekommen, damit wir küssen können, aber nicht gesunde Zähne. Эта зубная паста прежде всего направлена на то, чтобы у нас зубы выглядели чистыми, чтобы мы могли целоваться, но ни в коем случае не на то, чтобы зубы оставались здоровыми. Weil die Zahnpasta ja voll mit Giftstoffen.
Ja? Потому что зубная паста наполнена ядовитыми веществами. Das bringt keine Gesundheit. И это не может способствовать здоровью. Deswegen in vielen Ländern auf die Zahnpaste schon Warnhinweise. Zum Beispiel in der Schweiz, da können Sie sehen, ja, Kinder unter 7 Jahren sollten eine erbsengroße Menge verwenden unter Aufsicht der Eltern putzen. Das heißt, wenn ein Kind im Kindergarten die Zähne putzen will, muss Vater und Mutter hinfahren, dann eben aufpassen. И поэтому на многих тюбиках зубной пасты в целом ряде стран появились предупреждения об опасности. Вот здесь вы, скажем, видите упаковку, которую я видел в Швейцарии. Там написано, что ребенку необходимо на щетку выдавить объем зубной пасты размером с фасолину, и чистить он должен зубы только в присутствии взрослых. То есть папа или мама должны выдавить ему зубную пасту и подождать, пока он почистит. Und wenn ein Kind tot umfällt, kann keiner reklamieren. Sagt, Filme haben nicht aufgepasst, da steht drin eine erbsengroße Menge und die Eltern sollen aufpassen. Если вдруг ребенок наестся этой зубной пастой, отравится и погибнет, никто не может даже подать в суд на компанию, потому что на тюбике написано под надзором родителей и объем пасты размером с горошину на одну чистку зубов. Diese Zahnpasta wird in Müll, aber in Sondermüll. Эту зубную пасту можно только выбросить, причем выбросить в специальный контейнер для химически опасных отходов. Aber endlich gibt es die erste vernünftige Zahnpasta, auch hier in Russland. Однако, к счастью, появилась первая нормальная качественная зубная паста. Она появилась и здесь, в России. Und die ist ohne Giftstoffe. Эта зубная паста не включает в себя ядовитые вещества. Und auf Aloe-Basis. Она на базе алоэ. Und das ist was ganz anderes. Wenn sich damit die Zähne putzen, bekommt natürlich auch saubere Zähne, damit sie küssen können. И это продукт совершенно особый. Что это означает? Если вы почистите зубы этой пастой, у вас, конечно, зубы тоже будут чистыми. Вы тоже сможете целоваться. Aber wenn sich damit die Zähne putzen, dann dringt die Arme ins Zahnfleisch rein, öffnet die Kapillaren, da werden die Zähne besser versorgt, dann bekommen die besseren Halt, das Zahnfleischbluten hört auf, Herpes verschwindet im Mundbereich, Wunden verschwinden im Mundbereich. Ja, das ist ein Segen für den Mundbereich. Und wer einmal diese Zahnpasta entdeckt hat, wird doch nie mehr rückfällig werden, für ein Giftzeug im Supermarkt kaufen. Эта паста параллельно воздействует и на капилляры, которые находятся внутри зуба. Зуб становится прочнее, исчезает герпес в полости рта, прекращается пародонтоз, кровотечение из десен. То есть эта паста настоящее благословение. Тот, кто ей воспользуется один раз, никогда не впадет, так сказать, в рецидив и не пойдет в супермаркет покупать этот яд снова. Bestimmte Chemikalien will unser Körper nicht haben, er protestiert und zieht die Kapillaren zusammen. Некоторые химикаты наш организм принимать просто отказывается. Он протестует, а протест этот выражается в сужении капилляров. Zum Beispiel die Chemotherapie, die bei der Krebsbehandlung angewandt wird. Ja? Was berichten denn die Patienten? Например, химиотерапия, которая используется в лечении онкологических заболеваний. О чем говорят пациенты? Da fallen die Haare raus. Они говорят о том, что выпадают волосы. Weil jedes Haar wird versorgt, bei uns zählen die Kapillaren. Und wenn die Kapillaren sich verengen aus Protest gegen die Chemotherapie, ja, da fallen die Haare raus, weil es kein Nährstoff bekommt. И дело в том, что каждый волос получает снабжение питательными веществами через капилляры. Когда происходит химиотерапия, капилляры эти в знак протеста против всего этого сужаются, волосы перестают снабжаться питательными веществами и выпадают. Und wenn man während der Chemotherapie von der Arbeit Gebrauch macht, dann fallen keine Haare raus und der Haarausfall ist ganz schwach. В том случае, если во время курса химиотерапии пациент будет принимать алоэ, тогда он сможет избежать или как минимум значительно сократить выпадение волос. Dann wird man berichten bei Chemotherapie, dass der Mensch übel wird. Кроме того, говорят, что при химиотерапии люди испытывают тошноту. Das ist die gleiche Reaktion wie beim Alkohol. Alkohol ist auch eine Chemikalie. Da ziehen sich die Kapillaren zusammen. Это та же реакция, что и реакция на алкоголь. Алкогольники это тоже химия и тоже приводит к сужению капилляров. Und die Chemotherapie ist ein Exzess von Chemikalien, wie ein Exzess von Alkohol und der wird einem übel. Химиотерапия это такой же огромный
неприемлемый для организма объем химикатов, как и состояние сильного опьянения при потреблении алкоголя. Тут человек начинает испытывать тошноту из-за этого воздействия на организм. Und wenn man während der Chemotherapie von der Arme geraucht hat, dann gibt es auch normalerweise keine Übelkeit, ist ganz schwach. Deswegen bei jeder Chemotherapie, bei jeder Strahlentherapie immer die Aloe mit benutzen. Und dann sind auch die Heilungsergebnisse zusätzlich noch besser. В том случае, если во время химиотерапии человек будет принимать алоэ, то вот это чувство тошноты либо не будет наблюдаться совсем, либо будет наблюдаться значительно слабее, чем у тех, кто алоэ не принимал. Да еще и результаты терапии будут значительно улучшены. То есть при любой химиотерапии и при любой лучевой терапии необходимо употреблять алоэ. Was immer vergessen wird als Krankheitsursache, schlechte Nachrichten, da ziehen die Kapillaren zusammen. Stress, da ziehen die Kapillaren zusammen. Gram, da ziehen die Kapillaren zusammen. Что еще часто забывается, когда речь идет о причинах заболеваний? Стресс, негативные эмоции, плохие новости. Все это приводит к сужению капилляров. Gerade wir sind hier am Ende von einer Weltwirtschaftskrise, wo viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, ihre Aktien verloren haben, ihr Geld verloren. Und schon kommt die nächste Krise, ja, ist immer wieder los. Und das schlägt auf die Kapillare. Сейчас мы пережили огромный экономический кризис, люди потеряли свои акции, свои деньги, свои доходы. Это действительно большой стресс для них. Сейчас мы находимся перед лицом нового кризиса, постоянно что-то происходит, и это все влияет на капилляры. Dann gibt es auch das Wort Mobbing, weil es das in Russland gibt, jeweils der Ärger am Arbeitsplatz, der Kampf um Arbeitsplatz, die Sabotage am Arbeitsplatz. Ne? Oder wenn Sie so einen Chef haben, ja, dann ziehen sich die Kapillaren zusammen. Кроме того, есть такое понятие, как моббинг. Я не знаю, насколько оно используется в России. Это когда человек на рабочем месте в результате того, что у него шеф к нему негативно настроен, или в результате того, что он испытывает унижение на рабочем месте, или из-за того, что ему приходится бороться на рабочее место, постоянно испытывает негативные эмоции. Тут тоже капилляры сужаются. Gibt es ein neues Wort, Konfliktschock. Was ist ein Konfliktschock? Есть еще новое понятие конфликтный шок. Что такое конфликтный шок? Wenn Eltern Kind verlieren, ist ein so großer Schock, dass die Kapillaren zusammen. В том случае, если родители теряют ребенка, это такой гигантский шок, что капилляры просто съеживаются. Wenn die Ehen zerbrechen, ziehen die Kapillaren zusammen. Если распадается брак, происходит то же самое. Wenn der Unternehmer pleite geht, dann ziehen die Kapillaren zusammen. Если у предпринимателя разоряется его фирма, тоже сужаются капилляры. Wenn er hoch verschuldet ist und weiß er nicht zu bezahlen, dann ziehen die Kapillaren zusammen. Если у человека гигантские долги, и он не знает, как их заплатить, то тоже сужаются капилляры. Dann kann Krebs entstehen. Здесь может возникнуть и рак. Wissen Sie, dass die heutigen Ärzte gar nicht wissen, was Krebs ist? Вы знаете, что современные врачи не знают, что такое онкологические заболевания? Der größte Krebsforscher der Gegenwart, Professor Dr. Hodgson, der vor über 50 Jahren die Gene entdeckt hat, крупнейший исследователь раковых заболеваний современности, профессор доктор Уотсон, который более 50 лет назад открыл гены, wissen ja, in jeder Zelle sind Gene. In jeder Zelle, die man sehen kann, sind 50.000 Gene. Вы знаете, что в каждой клетке находятся гены. В каждой клетке, которую мы можем увидеть, 50 тысяч генов. Und wenn man alle Gene aus allen Zellen mal rausnehmen würde, könnte man eine Streichholzschachtel füllen. В том случае, если мы сможем собрать все гены из всех клеток, то примерно объем их составит как у спичечного коробка. Und wenn man die aneinander reihen würde, kann man eine Schnur von der Erde zur Sonne 200 Mal hin und zurück. А если расположить их в одну линейку, то можно будет покрыть расстояние от Земли до Солнца 200 раз. Und dieser große Nobelpreisträger ist 1968 in Washington ins Weiße Haus gekommen, zum damaligen Präsident Nixon, und er hat gesagt, wenn er genügend Geld bekommt für seine Genforschung, in 5 Jahren gibt es keinen Krebs mehr. И этот великий исследователь
лауреат Нобелевской премии, в 1968 году пришел в Белый дом к президенту Никсону и сказал ему: если на генетические исследования вы мне дадите достаточно денег, то через 5 лет рака не будет. Daraufhin hat der Nixon den Geldhahn aufgedreht, hat ihm unbeschränkt Geld zur Verfügung gestellt. Никсон, что называется, открыл ему кран, то есть предоставил ему неограниченное финансирование. Und vor 2 Jahren, nachdem er 40 Jahre geforscht hat, hat er eine Rede gehalten. Er hat über 100 Milliarden Dollar verbraucht bei seiner Genforschung und hat eine Rede gehalten und gesagt, seine gesamte Forschung hat nicht 1 Millimeter Fortschritt für den Krebs gebracht. Und sein Schlusssatz war gewesen, wir müssen erstmal begreifen, was Krebs ist. Könnt ihr was vorstellen? 2 года назад, после того, как он в течение 40 лет проводил свои исследования и истратил на них 100 миллиардов долларов, он, профессор доктор Уотсон, выступил с речью и сказал, что все его генетические исследования не позволили продвинуться вперед ни на миллиметр. И сказал также о том, что нам прежде всего нужно вообще понять, что такое рак. Можно себе представить. Dabei hat der deutsche Nobelpreisträger, Professor Dr. Otto Heinrich Warburg, in den 30er Jahren schon klipp und klar erklärt, was Krebs ist. Und bis heute hat noch kein Wissenschaftler ihm widersprochen. При этом германский лауреат Нобелевской премии Отто Генрих Варбург, профессор и доктор, еще в 30-е годы заявил о том, что такое рак. И еще никто до сих пор ему не смог возразить. Er hat damals gelehrt, wenn eine Zelle, und wir haben 75 Millionen Zellen, wenn eine Zelle nicht genügend Sauerstoff bekommt, jetzt füge ich hinzu, wenn die Kapillaren sich verengen, dann geht diese Zelle in die Zellgärung über und die Zellgärung erzeugt mehr Energie wie die ursprüngliche Sauerstoffversorgung, dann kann die Zelle sich vermehren und wuchern und das ist Krebs. Так вот, о чем заявил этот ученый, что он говорил на своих лекциях еще в 30-е годы. В том случае, если одна единственная клетка организма, а вы помните, у нас их 75 триллионов, одна единственная клетка организма не получает достаточно кислорода для питания, в клетке начинается процесс брожения. А я могу добавить, не получает она достаточно кислорода из-за состояния капилляров. Так вот, в клетке начинается процесс брожения, в результате возникает больше энергии, чем возникало бы при переработке получаемого кислорода, в результате образуется опухоль, клетка начинает размножаться и происходит онкологическое заболевание. Also Krebs ist ein Sauerstoffmangel der Zellen und wir müssen alles tun, um unsere Kapillaren im gesunden, normalen Durchmesser zu lassen. Это означает, что раковые заболевания – это не что иное, как недостаток кислорода на уровне клетки. И наша задача состоит в том, чтобы как можно активнее поддерживать наши капилляры в здоровом состоянии. Was ist das Gegenteil von schlechten Nachrichten, Stress, Gram, Mobbing, Konflikt? Was ist das Gegenteil? Die Freude. Каков антоним всех этих понятий? Дурные новости, негативные эмоции, моббинг, стресс и так далее. Это радость, смех. Vor 15 Jahren lief weltweit ein Film, wo ein Clown in ein Krankenhaus kommt, geht in die Krebsabteilung, geht in die Kinderabteilung der Krebskranken, ja. Er heitert die Kinder und die Kinder wurden gesund nur durch die Freude. 15 лет назад по экранам прошел фильм. Сюжет его таков. Клоун приходит в больницу, в онкологическое отделение, идет по палатам, заходит в детское отделение, он выступает перед людьми, перед детьми, веселит их, и люди выздоравливают. Они выздоравливают только благодаря вот этим положительным эмоциям. Also Freude öffnet die Kapillaren, dann kommt Sauerstoff hin zu den Krebszellen und der Krebs bleibt stehen und kann verschwinden. То есть радость раскрывает капилляры, увеличивает их диаметр, кислород поступает в клетки, и развитие рака останавливается, и онкологическое заболевание вообще может прекратиться. Dieses Bild zeigt diese Clowns von Brasilien im
im Januar dieses Jahres bei der 15-Jahr-Feier ihrer Arbeit. На этой фотографии вы видите бразильских клоунов. Они празднуют юбилей своей 15-летней работы. Sie haben einen ganz großen Erfolg. То есть это очень успешная практика. Denn die Kinder brauchen Liebe. Die brauchen keine Liebe. Liebe brauchen die Kinder. Ja? Детям нужна любовь. Jeder Mensch braucht Liebe. И каждый человек нуждается в любви. Das ist ganz wichtig, das gehört mit zum Wohlbefinden. Das tägliche Opfer der Liebe darf nie fehlen bei Menschen. И это необходимо просто для нормального самочувствия человека. Человек должен каждый день ощущать любовь. Dann Bewegungsmangel. Кроме того, недостаток движения. 100 Millionen Jahre muss der Mensch immer rennen vor den großen Tieren, wo es sind die kleinen Tiere hinterhergerannt, um die zu jagen. Ja? Immer waren die großen Tiere hinter ihm her. Сотни миллионов лет человек должен был убегать от крупных животных для того, чтобы спастись от них, и бежать за мелкими для того, чтобы иметь возможность их поймать и съесть. Da ging es ja aufwärts mit den Menschen. 100 Millionen Jahre hat das gedauert, bis der heutige Hochleistungsmensch entstand, bis dann der Herrgott ihm die Seele einhauchen konnte. 100 Millionen Jahre, weil der Mensch war ein Läufer. Сотни миллионов лет человек бегал, он был настоящим бегуном. Вплоть до того момента, когда появился современный человек, когда Господь Бог вдохнул в него живую душу. Aber heute geht es ja schon wieder abwärts. Das ist ja traurig, ja? А сейчас мы видим грустную обратную тенденцию. То есть человек назад переходит на прямохождение в сгорбленной форме. Weil der heutige Mensch läuft ja nicht mehr. Потому что современный человек, он больше не бегает. Und da haben auch die Wissenschaftler untersucht, wie viele Meter muss der Mensch am Tag laufen, damit er gesund bleibt. Ученые изучили, сколько же метров человек должен проходить за день для того, чтобы оставаться здоровым. Und das festgelegt 5 bis 6 Kilometer, aber nicht rennen, aber auch kein Schaufenster holen. Das heißt, zügig spazieren gehen. Они получили минимальную цифру 5-6 километров. Это, конечно, не обязательно должен быть бег, но и не брожение и осмотр витрин магазинов. То есть это должна быть все-таки достаточно быстрая ходьба. 5 bis 6 Kilometer mal zügig spazieren gehen, da schlägt das Herz ein kleines bisschen mehr, die Lunge pumpt einen kleinen Schlag extra Sauerstoff in die Zirkulation, dann wird das Blut flüssiger und bringt leichter und mehr Sauerstoff zu den Zellen und danach fühlt man sich immer wie neugeboren. То есть 5-6 километров необходимо быстрым шагом проходить в течение дня. Здесь легкие будут работать несколько более активно, больше кислорода будет поступать в кровь, сердце будет биться чуть быстрее, и таким образом улучшится снабжение кислородом клеток, и человек будет чувствовать себя как будто заново родился. Und dann in Deutschland vor kurzem eine Forschung gemacht, wie viele Meter läuft der Deutsche noch? В Германии проводилось исследование, сколько метров проходит среднестатистический немец. Das Ergebnis wird ähnlich sein wie in Russland. Я думаю, результат сравним с результатом по России, который можно было. 700 Meter nur am Tag. 700 метров в день всего. Bei den Menschen mit die Rolltreppe, den Fahrstuhl, die U-Bahn, die S-Bahn, die Omnibus, Straßenbahn und das Auto. Потому что человек постоянно пользуется транспортными средствами, будь то эскалатор, будь то метро, будь то трамвай, будь то собственный автомобиль. Also müssen wir laufen lernen. То есть нам необходимо больше двигаться. Und jetzt begreifen Sie auch, was ist passiert hier bei diesem Fall von Depression, wo diese Fingerspitze fotografiert worden ist. Ja? И теперь вы начинаете понимать, что же произошло в этом случае с депрессией, когда был сфотографирован кончик пальца пациента. Bei Depression ziehen die Kapillaren zusammen. Dann sieht das so aus. При депрессии сокращаются капилляры, и ситуация выглядит вот так. Und wenn man das Vitalgetränk aber trinkt, dann öffnen sich die Kapillaren und dann sieht das wieder so aus. Ne? Когда мы потребляем напиток жизни алоэ, капилляры вновь расширяются, и картинка становится видна.
Das ist das Hauptgeheimnis der Aloe, dass die Aloe wirkt auf die Kapillaren, um die Kapillaren zum normalen, gesunden Durchmesser wieder zu bringen. Это основная тайна алоэ. Алоэ действует на капилляры, позволяя им вновь расшириться до нормального здорового диаметра. Also unsere Aufgabe ist, diesen Zustand zu bekämpfen. Наша задача состоит в том, чтобы бороться вот с таким вот состоянием. Unser Ziel muss es sein, immer diesen Durchmesser zu erreichen. И цель наша должна быть постоянно достигать вот именно этого диаметра капилляра. Deshalb hat man Forschung festgestellt, dass 70% der Menschen, die Aloe trinken, haben Erfolg. И во время своих исследований я смог констатировать, что 70% людей, которые потребляют алоэ, добиваются успеха. Und 30% haben keinen Erfolg. 30% успеха не добиваются. Das hat mich immer gestört, dass da 30%, obwohl der Durchmesser wurde wiederhergestellt von den Kapillaren, die haben keinen Erfolg gehabt. Меня всегда это как-то беспокоило почему-то, несмотря на то, что восстанавливается диаметр капилляров, тем не менее успеха 30% людей не достигают. Also müssen noch andere Probleme bei den Kapillaren vorliegen. Так что наверняка должны быть какие-то и другие проблемы, связанные с капиллярами. Ich habe festgestellt, wenn wir den richtigen Durchmesser haben, aber das Blut ist klebrig, dann geht es auch nicht gut durch. И здесь мы можем увидеть следующее. В том случае, если диаметр капилляра правильный, здоровый, однако кровь более густая и клейкая, она тоже не слишком хорошо через него проходит. Also es gibt 10% der Menschen, die haben klebriges Blut, also die Klebrigkeit aufheben. Примерно у 10% кровь имеет вот такую вязко-клейкую структуру, то есть нам нужно этот фактор также снять. Da gibt es zwei ganz wichtige Produkte, die sollte jeder kennen. И есть еще два очень важных продукта, которые должен знать просто каждый. Jedes Baby, was zur Welt kommt, kriegt mit der Muttermilch eine Säure. In der Muttermilch ist eine Säure, die heißt Gamma-Linolsäure. Und diese Säure hebt die Klebrigkeit des Blutes auf, weil bei Babys ja alles mikroskopisch klein, das muss ja alles wie geschmiert durchlaufen. Есть кислота, которая необходима человеку, младенцу при рождении. Младенец получает эту кислоту из материнского молока. Это кислота гамма-линонель, которая снимает вот эту клейкость крови. Поскольку там действительно сосуды микроскопические, ребенок маленький, и эта клейкость совершенно недопустима. Jetzt hat man diese Säure in der Natur gefunden, im Samen einer Blume, und zwar in der Nachtkerze. И эта кислота была обнаружена в растении, которое присутствует в природе. В семенах этого растения, растение называется ослянник. Und diese Nachtkerze hat im Samen ein Öl, und dieses Öl enthält 8 bis 10% Gamma-Linolsäure. И у семян этого растения, в состав семян этого растения входит примерно 7-8% такой кислоты. Und wenn man dieses Nachtkerzenöl nimmt, dann hebt die Klebrigkeit des Blutes auf und alles läuft wie geschmiert. При приеме масла этого растения мы добиваемся снижения этого фактора клейкости и вязкости крови, и как по маслу течет кровь по капиллярам. Deswegen heißt dieses Nachtkerzenöl auch Muttermilch für Erwachsene. Поэтому это масло называют материнским молоком для взрослых. Jetzt gibt es noch ein anderes Problem. Еще одна проблема существует. Durch Millionen Jahre haben wir zwei Fettsäuren immer im richtigen Verhältnis zu uns genommen. Es sind zwei essentielle Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6. Еще одна проблема существует. В течение миллионов лет мы потребляли две жирных кислоты, причем в их правильном соотношении. Это омега-3 и омега-6. Und das Verhältnis ist immer 1 Teil Omega-3 und 2 bis 4 Teile Omega-6. Соотношение здесь следующее. На одну часть омега-3 должно приходиться от 2 до 4 частей омега-6.
Und Omega-3 heilt Entzündungen und Omega-6 lässt Entzündung entstehen. Aber wenn das im Verhältnis 1:2 oder 1:4 ist alles okay. Омега-3 лечит воспалительный процесс, омега-6 вызывает воспалительный процесс. При соотношении 1 к 2-1 к 4 этот баланс поддерживается в нормальном состоянии. Aber unsere heutige moderne Ernährung ist voll mit Omega-6, weil unsere Tiere häufig mit Soja gefüttert werden. Und Soja ist voll mit Omega-6. Sodass unser Fleisch, unsere Milch, Käse, Eier, Wurst, alles was da gibt, ist voll mit Omega-6. Сейчас этот баланс нарушен. Дело в том, что все наши продукты, которые мы потребляем, будь то молоко, будь то мясо, будь то яйца, будь то сыр, просто наполнены кислотой омега-6, поскольку у наших животных сейчас часто кормят соей и ее продуктами, а в сое содержится много омега-6. Sodass der moderne Mensch ein Missverhältnis hat zwischen Omega-3 und Omega-6 von 1:20 und 1:40. Таким образом, баланс у современного человека нарушен, и соотношение между омега-3 и омега-6 составляет не 1 к 2, не 1 к 4, а 1 к 20-1 к 40. Damit auch die Mikrozirkulation dadurch gestört. Из-за этого опять-таки происходит нарушение микроциркуляции. Jetzt hat die Firma LR ein sehr schönes Produkt auf den Markt gebracht. Omega-3 und Nachtkerzenöl in Kapseln, ja, sodass man das alles ausgleichen kann und die Fließeigenschaften des Blutes dadurch verbessern kann. И компания LR вывела на рынок очень полезный продукт. Это сочетание жирной кислоты омега-3 и масла масляников капсул. Таким образом, этот баланс может быть восстановлен. Aber dadurch kommt auch 80% Erfolg. Eigentlich bin ich zufrieden mit 80% Erfolg. Здесь, благодаря этому продукту, можно добиться успеха в лечении на 80%. 80% потребителей, но 80% нас тоже не могут удовлетворить. Jetzt kommt ein neues Problem zu. Unsere heutige Ernährung lässt unseren Körper in einem sauren pH-Wert. Еще одна проблема добавляется у нас. Сегодняшнее наше питание дает нам дисбаланс pH в сторону кислотности. Der Mensch kommt ja ursprünglich aus dem Meer. Vor 100 Millionen Jahren kam unser Vorfahren aus dem Meer. Das Meerwasser ist alkalisch. Wenn ein Baby zur Welt kommt, kommt aus dem Mutterleib, aus dem Fruchtwasser. Das Fruchtwasser ist alkalisch. Und solange ein Baby nur Muttermilch bekommt, hat ein Baby ein pH-Wert beim Speichel und beim Urin von 8,5. Дело в том, что человек, как и все живое на этой земле, изначально вышел из морской среды. Морская среда щелочная. Если мы возьмем каждого конкретного человека, каждого конкретного новорожденного, когда он рождается, выходя из утробы матери, там среда также щелочная, околоплодные воды щелочные. И до тех пор, пока ребенок получает только материнское молоко, у него уровень pH в моче и в слюне, например, составляет 8,5. Sie wissen ja, beim pH-Wert 7 ist neutral, über 7 ist alkalisch, unter 7 ist sauer. Warum hat der Herrgott dem Baby ein pH-Wert gegeben von 8,5? Weil dann die roten Blutkörperchen sind dann elastisch. Die können sich verformen und können durch alle Abzweigungen, Verengungen bestens durchkommen. Weil bei Babys alles noch so mikroskopisch klein. Вы знаете, что нейтральный уровень pH это 7, свыше 7 это щелочная среда, ниже 7 это кислотная среда. Почему же Господь Бог дал ребенку, младенцу, уровень pH 8,5? Дело в том, что при этом уровне pH красные кровяные тельца приобретают эластичность. Им гораздо легче проходить повороты в капиллярах, потому что вы понимаете, что сосуды у маленького ребенка микроскопические. Und nach der Entwöhnung von der Muttermilch ernähren sich die meisten Menschen verkehrt viel zu sauer. Es gibt viele Menschen am pH-Wert von 5, 5,5, 6, das ist zu sauer. Und dann werden die roten Blutkörperchen hart,
ganz hart. Und er kommt natürlich viel schwerer durch die Kapillaren. После того, как ребенок перестает получать грудное вскармливание, он начинает, как правило, питаться неправильно, как и, собственно, большинство, подавляющее большинство людей на этой земле, и уровень pH в его организме сокращается до 5, 5,5, 6, то есть среда в организме становится кислотной, в результате чего красные кровяные тельца становятся твердыми, что затрудняет их продвижение по капиллярам. Deshalb sollte sich auch jeder mal mit seinem pH-Wert beschäftigen. Entweder man stellt die Ernährung um, was sehr schwierig meistens ist, oder wir nehmen die basischen Mineralsalze, die die Firma LR im Produkt, in der Liste hat hier, und da kann man den pH-Wert wunderbar regulieren. Таким образом, каждому человеку необходимо обратить внимание на уровень pH в его организме и принять соответствующие меры. Либо изменить питание, что, как правило, достаточно сложно, либо принимать минералы, которые поддерживают в организме щелочную среду. Такие продукты есть в ассортименте. Auf 90% Erfolg. В результате этих мер мы добиваемся 90% успеха. Aber ich bin nicht so viel mit 90%, ich will 100% Erfolg haben bei der Mikrozirkulation. Но 90% для меня тоже недостаточно. Я хотел бы добиться успеха в 100% в деле микроциркуляции. Da gibt es noch ein Problem. Так что, видимо, есть еще какая-то проблема. Die Wände der Kapillare müssen immer schön rund sein, wie ein Feuerwehrschlauch, der unter Druck steht. Стенки капилляр всегда должны быть абсолютно гладкими и иметь на срезе круглую форму, как шланг пожарной команды, в который подается вода под давлением. Und wenn die Feuerwehr den das Wasser abdreht, fällt ja der Schlauch zusammen. Если закрутить кран, перестать подавать воду, шланг опадет. Also wenn die Kapillaren zusammenfallen wie ein Feuerwehrschlauch ohne Wasser, ja, da geht ja auch nichts durch. Если капилляры точно так же сложатся, как пожарный шланг, в который не подается вода, то проходить через них, в общем, ничего не сможем. Das heißt, wir müssen hier diese Kapillarwände stützen, dass sie immer schön rund sind. Это значит, что нам необходимо поддерживать стенки капилляров для того, чтобы они на среде всегда оставались круглыми. Das Problem ist, dass unsere heutige Nahrung siliziumarm ist. И проблема у нас состоит в том, что в нашем питании недостаточно кремния. Der Mensch braucht 5 Gramm Silizium im Körper. Was, so wenig? Das ist ja viel. Das ist doppelt, was wir an Eisen brauchen. Человеку нужно 5 грамм кремния в организме. Может быть, это покажется вам слишком малой цифрой, но подумайте, это вдвое больше, чем, скажем, нам нужно железа в организме. Also unsere moderne Ernährung ist siliziumarm. Also müssen wir unserem Körper Silizium noch zuführen, um auf diese 5 Gramm zu kommen. Итак, в нашем организме недостаточно кремния. Поскольку мы мало кремния получаем с питанием, значит кремний нам нужно находить где-то дополнительно. Und hat auch die Firma LR ein wunderbares Produkt geschaffen, und zwar organisches Siliziumdioxid aus der Brennnessel, ein Extrakt, in die Arie gegeben und hat das neue Produkt geschaffen, Sivera. Silizium von SI, ja, und Vera von Aloe Vera, also Sivera, der ist ein schöner Name sogar. Ne? Und dann, wenn man das trinkt, bekommt man auch dieses Silizium im Körper und kann dadurch die Wände schön rund halten. И для решения этой проблемы компания LR опять-таки создала очень качественный органический продукт, который называется Sivera, Silicium Vera. И если этот продукт употреблять, это экстракт, он помогает также поддерживать в должном состоянии стенки капилляров. Was wollen wir unser Leben haben? Vitalität wollen wir haben. Und Vitalität gibt es nur, wenn wir immer hier alles perfekt haben. Den richtigen Durchmesser, dass alles elastisch wie ein Gummibärchen hier, dass das nicht zusammenfällt und der richtige pH-Wert ist. Ne? Und dass alles wie gespielt läuft. Ne? Чего мы хотим в нашей жизни? Мы хотим жизненных сил прежде всего. А жизненные силы можно получить только в том случае, если все здесь будет работать как часы. Правильный диаметр капилляров,
для того, чтобы кровь проходила по ним как по маслу, для того, чтобы стенки капилляров не сужались, а поддерживались с помощью кремния, и тогда все будет работать так, как должно. Aber wir wollen nicht nur Vitalität in der Jugend haben. Однако мы хотим иметь не только жизненные силы, мы хотим также оставаться молодыми. Wir wollen ja Vitalität haben bis ins hohe Alter. Wenn wir mit 90, 95, 100 Jahren noch solche Sprünge machen können, dann zeigen wir doch der Welt, dass unsere Mikrozirkulation in Ordnung ist. Но мы хотим не только сохранить жизненные силы, мы хотим сохранить их до достижения очень серьезного возраста. И в том случае, если мы сможем совершать в 90, 95 или 100 лет подобные прыжки, это будет лучшим знаком того, что микроциркуляция в нашем организме работает как часы. Es bringt doch nichts, wenn wir ein Siechenheim enden oder ein Pflegefall werden. Ведь нам совершенно не даст ничего продолжительная жизнь, в том случае, если мы будем вынуждены провести его в специальном пансионате для людей, которые нуждаются в уходе. Aber nicht nur die Herren der Schöpfung, auch die Damen, wenn die Damen mit 90, 95, 100 Jahren noch so auf den Wochenmarkt fahren können zum Einkaufen, dann zeigen sie doch der Welt, dass ihre Mikrozirkulation in Ordnung ist. Речь здесь идет, причем не только о мужчинах. Если дамы в выходные вот так быстро перемещаются по рынку или магазину, они также показывают, что у них микроциркуляция прекрасна, несмотря на 90, 95 или 100-летний возраст. Und dann macht das Altwerden auch Spaß, wenn man die Enkelkinder, die Urenkel, die Urenkel noch kennenlernt. Ja? И тогда процесс старения будет доставлять вам только удовольствие. Это будет возможность познакомиться со своими внуками, правнуками и праправнуками. Deswegen auch wichtig, dass sich auch jeder eine Pflanze zulegt im Hause, wie in Großmutterzeiten, um sich jeden Tag zu erinnern, dass man sein Vitalgetränk trinkt, dass man den Deodorant nimmt von der Aloe, die Zahnpasta von der Aloe, die Hautpflegemittel von der Aloe. Man muss auch ein gutes Verhältnis haben mit der Aloe. Deswegen sage ich, jeder soll sich auch eine Pflanze zulegen. И в этой связи я очень советую каждому, точно так же, как у ваших бабушек, завести у себя на подоконнике растение алоэ, для того, чтобы оно своим присутствием напоминало вам, что необходимо выпить жизненный напиток алоэ, воспользоваться дезодорантом с содержанием алоэ, воспользоваться зубной пастой на основе алоэ, кремом для кожи на основе алоэ, для того, чтобы это напоминание всегда присутствовало, для того, чтобы выстраивать с алоэ позитивные правильные отношения. Ganz wichtig, dass wir eine Aloe-Pflanze auch zu Hause haben. Ja? Так что очень важно, чтобы растение алоэ было у вас дома. Das ist die Aloe das wichtigste Produkt für unsere Haustiere. Алоэ, кстати говоря, это важнейший продукт для наших домашних животных. Weil alle Haustiere sind ja verkehrt ernährt, also haben die gleichen Krankheiten wie wir, die gleichen Hautprobleme wie wir. Дело в том, что все домашние животные, точно так же, как и мы, получают неправильное питание. В результате у них те же проблемы со здоровьем, в частности с кожей. Und wenn Sie Ihren Haustieren die Aloe geben, die merken sofort, das öffnet die Kapillar, da wollen die jeden Tag Aloe haben. Da stehen die vom Kühlschrank Schlange. И если вы вашему домашнему животному дадите алоэ, животное все равно почувствует. Оно почувствует увеличение, расширение капилляров, и эти животные каждый день захотят получать алоэ. Они просто будут выстраиваться в очередь перед вашим холодильником. Sehen Sie mal in England, das wichtigste Buch für die Tierärzte hat eine Aloe drauf auf dem Deckel. Ja? Вот вы видите, это важнейшая книга для британских ветеринаров, изданная в Англии. Вы видите, что здесь на обложке изображено растение алоэ. Und die älteste Tierarztschule von England hat seit 200 Jahren in ihrem Wappen eine Aloe Vera. И старейшая школа ветеринаров в Британии уже в течение 200 лет на своем гербе имеет растение алоэ вера. Dann die Sportler. Auch die Sportler entdecken immer mehr die Aloe, da braucht es kein Dopingmittel. Weil die Aloe öffnet die Kapillaren, kommt mehr Sauerstoff, mehr Energie. Спортсмены
каждым годом все больше и больше открывают для себя целительные свойства алоэ. Поскольку, если они принимают алоэ, им уже не нужен допинг. Открываются капилляры, поступает больше кислорода в клетки, чем больше кислорода, тем больше энергии. Das Aloe, das älteste Schönheitsmittel der Welt und das älteste Hautpflegemittel der Welt. Кроме того, алоэ является старейшим средством индустрии красоты в мире и старейшим средством для ухода за кожей. Und immer mehr von diesen Luxus-Kosmetikfirmen entdecken die Aloe auch. Da gibt es zum Beispiel so kleine Töpfchen mit 10 Gramm, kostet 100 €. Da ist Aloe drin, weil Aloe ist das beste Hautpflegemittel der Welt, das beste Schönheitsmittel der Welt. И все больше производители косметики класса люкс прибегают к сырью из алоэ для создания своих продуктов. Мне тут приходилось видеть баночку из крема, 10 грамм средства стоит 100 €, а там ничего кроме алоэ-то нет. Also das haben wir alles der Aloe zu verdanken. Und die Aloe ist das größte Geschenk Gottes für unsere Gesundheit. Ja? Таким образом, у нас очень много причин быть благодарными за то, что существует алоэ. Алоэ – это лучший дар Господа для нашего здоровья. Und Sie haben die Aufgabe, diese Botschaft hier in Russland zu verbreiten, dass die Aloe wiederentdeckt wird, ja? Und dass die Aloe den Siegeszug auch hier antritt. So wie schon viele Länder, die Aloe den Siegeszug angetreten hat. Und heute gibt es schon 300 Millionen Menschen auf der Erde, die täglich von dem Vitalgetränk der Aloe Gebrauch machen. Наша задача состоит в том, чтобы распространить эту идею здесь, в России, для того, чтобы алоэ вернулось в обиход и в вашей стране и продолжило свое победное шествие по планете, где уже сейчас существует 300 миллионов человек, которые ежедневно потребляют напиток из алоэ. Ich habe jedenfalls schon verschiedene Bücher über die Aloe geschrieben, in Deutsch, in Portugiesisch und Französisch, ja, aber wird auch bald eine russische Ausgabe kommen, sodass auch Sie dann hier voll von den Informationen versorgt werden, ne? Weil diese Bücher sollte dann jeder Berater haben als Fachberater. Ein Fachberater braucht ein Fachbuch, ne? Und natürlich auch jeder Anwender sollte eines Tages diese Bücher haben. Ne? Я, естественно, написал несколько книг об алоэ. Книги эти вышли на немецком, на португальском, на французском языках. Сейчас готовятся русскоязычные издания. И таким образом вы будете полностью снабжены этой информацией, поскольку вы, как консультанты, должны выступать как профессионалы, а профессионалу нужно профессиональное справочное издание. Цель должна быть, естественно, чтобы и каждый потребитель тоже со временем такое издание имел у себя на полке. Die Firma LR hat aufgrund von meiner Kapillarenlehre einen 6-Minuten-Film gedreht. Da können Sie mal einen Zeichentrick dann sehen, wie Kapillaren sich verengen, ja? Wie auch die roten Blutkörbchen hart werden, ja? Und wie die Wände zusammenfallen, was da passiert. Da ist der Film in deutscher Sprache. Ich werde versuchen, dann so ein paar Kommentare zu geben. Aber Sie sind ja schon jetzt Spezialisten geworden, ja, und begreifen sofort, um was es dort geht. Компания LR на основании моего учения о капиллярах сняла 6-минутный фильм об этой проблематике, о капиллярах. И сейчас вы увидите здесь на мультипликационных кадрах, как сужаются капилляры, как опадают стенки капилляров и что происходит, так сказать, под воздействием алоэ. Я сейчас включу этот фильм, он на немецком языке, но я постараюсь дать по ходу какие-то комментарии, если они будут необходимы, хотя я думаю, что вы уже по этой теме стали специалистами. Also jetzt dieser Film. Вот фильм.